Султан Гайсанов. Я назову присутствующих. Это, безусловно, Руслан Замги, перед творчеством которого я всегда преклоняюсь. Замечательных родителей. Я, пользуясь случаем, не могу не вспомнить своего коллегу, своего наставника, своего учителя Михаила Замгира, замечательного журналиста, замечательного патриота нашей республики, нашего народа. Его публикации никогда не становились незамеченными. Он работал и жил во благо нашего народа, в том числе для того, чтобы культура нашего народа росла, развивалась и процветала. Но я не знаю, вы знаете, наверное, немножко сбивчиво мое выступление, но я говорю от души. Я желаю всем вам хорошего зрителя. Пусть все наши, особенно молодежь, пусть она будет завзятой театральной публикой. Вот это самая большая, пожалуй, награда для артиста. Я уже об этом говорила, что не может быть для артиста, для настоящего творческого человека больше награды, чем благодарная публика. Ни награды, ни звания, ни почести. Пожалуй, это самое главное, чтобы они чувствовали отзыв своего творчества в зале. Я вам этого желаю. Спасибо. Мария Степановна, вы будете говорить? Я, например, видела в своей жизни, на многих мероприятиях бывают, но такие мероприятия, я считаю, для себя честь посещать эти мероприятия. Всегда белый артистичный, такие красивые, танцуют, играют на инструменте, на музыкальном. Всегда завидовала белой завистью. Я этих людей, не сочтите за эмоциональность, очень люблю этих людей. Люблю ходить, смотреть, на концерты, на спектакли. Потому что сама это не умела делать, но мне это очень нравится. И я вас, Ася, помню, когда Чечено-Ингушетии для каждого душа было событие, что приехала труппа, которая закончила одно из лучших учебных заведений театральных, и что у нас появилась новая труппа. Это большое событие 40-летия выпуска наших одних из первых театральных работников, режиссеров, сценаристов, актеров. И вот с этого все это начиналось. Сегодня, конечно же, мы хотели бы, чтобы у нас побогаче это все было, но все еще видим. Главное, мы вас любим, помним, уважаем. И то, что от нас зависит, Ася, сама знаешь, я всегда готова. И дай вам, Аллах, много здоровья, чтобы вы еще нас радовали. Слово предоставляется заместителю главы администрации Молдавского района Асе Схоевной Хаутиевой. Дарья Халчина, добрый день, присутствующие в зале. Я один из тех зрителей, который присутствовал на первом выступлении Ингушской труппы. То есть в нашем Доме культуры города Назрань как раз было представление, первый спектакль, который приехал. И, разумеется, зал был огромный зал, забит зал, что практически не было места стать в этом зале, и все с удовольствием смотрели. Я помню, когда Гайсанов Султан, вы, наверное, тоже помните, молодой Гайсанов, когда выскакивал из этих сапог, и все в зале смеялись этому, радовались. Он вообще был комедийный, есть комедийный, наверное, актер. Ну, это прелюдия. Я помню еще и то, как в зале непосредственно в нашем городе, Назрань, в первой школе, отбирали эту труппу. То есть во всех школах проходил отбор, и приезжали вот эти учителя, которые приезжали, проходил отбор вот этих учеников. Это вот Салтамакова Роза, это Катя Кажева, это Гайсанов Султан, это и многие другие, которые непосредственно именно с первой школы пошли и
практически поступили в это учебное заведение. Я искренне рада тому, что у нас есть все-таки люди, которые понимают, что такое театр. Слава Богу, что они есть. К сожалению, хотелось бы, вот как сказала Мария, видеть в другом виде, в другом ракурсе вот это мероприятие. Я надеюсь, что все-таки у нас культуру сейчас возглавляет и в правительстве человек, который понимает, что это такое, человек, который непосредственно в культуре сам работал, и все-таки это мероприятие, вот такого мероприятия мы увидим на нашей республиканской сцене, и республиканское мероприятие оно будет. Я думаю, что мы постараемся довести, что нужно такое мероприятие для всех зрителей, чтобы они видели. Да, я думаю, что здесь присутствуют люди, которые непосредственно принимали участие в организации вот всех этих мероприятий, те непосредственно, которые стояли у истоков становления Ингушской труппы, Ингушский театр. Мы всегда рады были вас видеть здесь, в Назране, то есть в той Назране, которая редко кто приезжал с театральными постановками, но мы вам всегда были рады. Я желаю вам, чтобы вас любили, у вас был зритель, который понимает, что такое театр. Я желаю всем нашим театрам, здесь присутствуют представители разных театров, чтобы у вас были свои театры. То есть, наконец-то, в Республике Ингушетия. И да, хорошо, что у нас есть дома культуры, но чтобы все-таки у нас было красивое, прекрасное здание театра. Наших ингушских, драматических, ингушских, театр юного зрителя и все другие театры, чтобы у нас все-таки был театральный дом. Я всем этого желаю. Главное, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Удачи вам всем. Спасибо за организацию. Здесь вместе с нами в этом зале присутствует человек, который долгие годы рядом с Равлиевым, Бековым, Тамарой Ильеевой работал в сотворчестве, как директор культурно-технического центра города Ногатск, народный артист Республики Ингушетия Тамерлан Заитов. Я думаю, Тамерлан есть что сказать. Я только буду позитивные вещи говорить. Почему? Потому что в те годы я с ними не учился, но судьба меня свела с этими людьми. В 1985 году, когда учился в просветучилище в Грозном. И вот в вечернее время я устроился работать в театр наш драматический. Честно говоря, мне очень нравилось, и живя в Грозном, я все время жаждал тем, что с бабушкой жили, и мне все время интересно было больше узнать о ингушах. У меня была такая сделка. И в полном объеме я этот заряд такой, ингушский позитив, я от этих ребят я получал. Вот, в первое время много учился, очень я работал. Настолько върху виждали опции, ездили очень хорошие, добрые отношения, как брат, сестра. Поэтому есть только очень добрые, приятные воспоминания. Сколько мы вместе выступали, ездили по разным городам России, можно сказать. Вот. И если говорить в целом о Руслане, если сказать, да, то это был необыкновенный человек с точки зрения умысла, потому что реально он даже мог посмотреть тебе в карман. Это в то время, когда появилась работа, он стал популярным, и у него появлялась копейка. Многие не знают, что мы в культурном центре в Москве мы не были там на зарплате, то, что мы делали, это мы и имели. Поэтому Руслан, когда начал получать первые свои гонорары, он мог так вот аккуратно, он мог быстренько посмотреть, и даже рубцы Володь мог тебе в карман, да, 1000-2 поставить там. То есть это определяет Генул, Волк,
Потому что, конечно, можно бесконечно говорить о таких моментах, но очень много. Да, Геш был там, была в Чахнах. Ну, это действительно группа была от души. Это была мощная группа, мощная компания была хорошая. Я желаю, чтобы у нас театр действительно были, больше было таких людей, чтобы они не жалели, что они работают в театре, и как можно больше люди приходили в театр. И от того, что ты в театре, там, музыкант, артист, ничего не меняется в твоей жизни, ты знаешь в первую очередь, что ты не будешь. Реулта, Стахова, я, или там, без общества, я приехал. Ася голоса была очень приятно, аж до слез. Благодаря своему мастерству. Деятели культуры и искусства республики регулярно проводят воспитательную и просветительскую работу в учреждениях образования республики, в том числе и в кадетском корпусе, периодически бываем в гостях. Они сегодня здесь вместе с нами. Я бы хотел их сегодня мы пришли поздравить наших юбиляров. Я хотел бы пригласить на сцену Любовь Горбакова. Пожалуйста. Открытка, если видно, нашим преподавателям. Я с вашим позволением зачитаю. Сегодня особенный день, когда народ Ингушетии чествует тех, кто стоял у истоков становления театрального искусства в Ингушетии. Вы были первыми на тернистом пути. Дорога длиной в 40 лет пролегла через трудности и обретение драгоценного опыта. Дорогая наша Асима Галерьевна, разрешите поздравить вас, а в вашем лице всех выпускников ярких 70-х годов. Счастья вам, благоденствия и долгих 40-х вашей творческой биографии. Подавайтесь Божьи искры, большая редкость на земле, приятно радовать цветами и уступать вас в похвале. Пусть будет свежесть, гармоничность и счастье в каждом новом дне, зовет желание трудиться на пользу людям и стране. Что мы в лесном массиве, до цветов мы не доехали, просим прощения. Но у нас к вам такой был музыкальный привет, песня «Алгайча». Если вы позволите, сядем, Yeah.
когда в зале собираются поистине творческие люди, вот так и получается. Руслан, Зангеев, Тимур, за это огромное спасибо. Слово предоставляется директору Государственного театра юного зрителя Республики Ингушетия, нашему уважаемому Мусе Казееву Муса. Добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего что хотел сказать. Я хотел бы от всей души, от себя лично и от вас, от нас вместе поблагодарить человека, благодаря которому вот сегодня мы здесь с вами собрались. Спасибо. Огромное тебе спасибо. Прежде всего за память. Если мы не будем помнить тех, кто с нами прожил эту жизнь, то брошенного цена, куда нам двигаться дальше, что мы будем делать. А ведь это не последние люди нашего народа. Это яркие, очень интересные, грамотные, серьезные люди, которые всегда смотрели в будущее. И работали для вас, уважаемые мои зрители. Я, наверное, Аллах так распорядился, что в 1978 году я их встречал. Когда они только-только закончили институт, молодые приехали в Чечено-Ингушский драмтеатр, а я в то время бегал, мне было лет 17, наверное, монтировщиком сцены в театре, иногда на подхвате какие-то второстепенные роли, играл шум толпы, шаги за сценой, роль пенька. И я помню много мыслей, которые высказывали вслух единственно два ингуша, которые работали на тот момент в Чечено-Ингушском театре. Это были Цицкиев Магомед и отец Далгеш Тунцарев. Они, я не знаю, они как дети были маленькие. Они когда заходил разговор о этой студии, которая должна приехать, которая должна влиться в коллектив, они как маленькие дети радовались. И когда они приехали со спектаклем «Слуга твоих господ», первый спектакль ингушской труппы был показан на подмостках Чечено-Ингушского театра. Радости и счастью, наверное, этих двух человек не было предела. После этого они все время говорили: теперь нам нужен свой театр, свой дом, своя республика. Сегодня мы здесь с вами. У нас есть свой театр, у нас есть свой дом, у нас есть вы, уважаемые зрители. У нас есть все. И самое главное, люди, которые сердцем и душой помнят, любят и не дадут нам забыть яркие страницы истории вот этих ребят. Да, конечно, Руслан Нурбиев, там много ребят, которых уже нету среди нас, а живые по стечению обстоятельств разъехались кто куда, но я никогда не забуду 84-й год, 85-й год, когда шквал аплодисментов нас преследовал. Ася, в Таганроге мы не сходили со сцены
минут, наверное, 15, да, и причем ни один из в то время российских театров не показывал спектакль дважды. Ингушская труппа, члены Ингушского театра, свой спектакль показали 2 раза. Такого в истории Чеховского фестиваля не было просто. А то, что сделал ревизор в Москве на подмостках огромного театра МХАТ во время гастролей, это был неописуемый восторг не только тех, кто находился в Москве, ингушей, чеченцев на тот момент, но и русских зрителей. Это просто было невероятное событие. И Мурата Хвостова, очень многие критики театральные в то время отметили как яркую настоящую звезду Ингушетии. Настолько красиво был сын Хлестаков, вы видели, да, отрывки из этого спектакля. И в конце я, наверное, закруглюсь. Я хочу пожелать вам всем мира, счастья, благополучия, чтобы мы, актеры, в состоянии были дать вам улыбки, радости, улыбки счастья, заставить вас задуматься над этой жизнью. Ведь театр не только комедия, но и трагедия, к сожалению, да, но это борьба чувств, борьба внутренних человеческих переживаний. Поэтому приходите в театр, смотрите наши спектакли, и мы чуточку станем лучше. А Асе я хочу сказать большое тебе человеческое спасибо. Я Я хочу пригласить на сцену, предоставить слово директору Республиканского дома народного творчества. Или я неправильно сказал? Республиканский дом народного творчества. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, по своей специфике, по своей службе работы Дом народного творчества, начиная с 2018 года, с конца 2018 года и по сегодняшний день провел ряд семинаров, практических семинаров почти во всех, которые мы сейчас завершаем, семинарские наши занятия. Во всех домах культуры нашей республики на разные тематики, и на возрождение традиционной народной культуры, и на возрождение национального фольклора, на патриотическую тематику, ну и на ряд других направлений. И за всем этим впереди стояла Ася, наш художественный руководитель Абдурзакова Ася Магомедовна. И несмотря на насыщенность этих семинарских занятий, вот сегодняшнему дню мы придали особое значение. Почему? Потому что ведь 40 лет Меркурьевцам это не шутка, это огромнейшее событие, это большой прорыв для нашего народа, для нас с вами. Я помню, в 1973 году я еще был пацаном, 10-11 лет, я занимался в ансамбле хореографическом коллективе «Аса». Это был самодеятельный коллектив, который занимался в районном доме культуры города Назрань. Руководитель был Магомед Бепрохоев, директор этого дома культуры был Картоев Азий, хороший был человек. И заведующий отделом культуры был Борис Макшарипович Хамхоев. Да,